Саламатсыздар, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня выхожу на моей традиционной странице Facebook и новый канал Аблязов Лайв 2. Я сегодня решил сделать эфир именно на этом канале. Прошу подписываться. Это новый канал. Мы будем немного по-другому строить работу, подавать информацию именно на этом канале. Сегодня очень важный эфир. Я думаю, что те события, которые произошли на прошлой неделе в Москве, в пятницу, я думаю, что практически все в Казахстане знают, что было объявлено, что в торговом центре, концертном зале, в одном из корпусов Крокуса, это название такое, место, где находится Крокус Экспо, торговый центр и так далее, произошла террористическая операция, где небольшая группа людей зашла свободно на территорию торгового комплекса и расстреляла людей. Сейчас пострадавших оценивают около 400 человек, якобы больше 143 человек уже погибли, и минимум около 150 человек пропавших без вести и так далее. То есть количество жертв еще точно не посчитано, но, судя по всему, погибших будет около минимум 300 человек. Такое событие, именно когда большое количество людей погибало от террористических операций, было в России очень давно. Было в конце 99-х годов, когда Путин стал исполнять обязанности премьер-министра, а затем чуть позже стал президентом. И тогда была проведена такая так называемая специальная операция, которая носит название сейчас «Рязанский сахар». Под видом того, что чеченские сепаратисты устроили террористические акты в Москве на Каширском шоссе, были взорваны жилые дома, в Волгодонске и там в других городах погибло, по-моему, официальные данные были 307 человек. Путин тогда это использовал специально для того, чтобы так называемый порыв такой был у россиян, которые бы говорили, что да, надо Чечню бомбить. Был открыт как раз второй фронт войны. Это вторая война была против Чечни, и Чечня подверглась массированной бомбардировке. Мирные города свалили, сравняли с землей авиабомбами, расстреливали целые села и так далее. И, конечно же, тогда в том масштабе, который сейчас существует, не было интернета, и это было подано так, что борьба идет с террористами. На самом деле, конечно же, были убиты массово мирные жители. И тогда российские спецслужбы прокололись. В Рязани в подвал затаскивали мешки, и какой-то бдительный гражданин позвонил в полицию, и полиция обнаружила, что там готовились взрывы, террористические действия. Вот. Но Федеральная служба безопасности сказала, что нет, это были учения, что в этих мешках был сахар. И вот, собственно, народная молва присвоила этой террористической операции, организованной Федеральной службой безопасности ФСБ, название «Рязанский сахар». Так вот, очередной «Рязанский сахар-2» и как раз и произошел в пятницу на прошлой неделе в Крокусе. Я сейчас хотел бы подробнее объяснить, в чем суть и как это будет связано с Казахстаном, Центральной Азией и вообще какие последствия следует ожидать. У нас многие люди говорят, что вот нам нужно у себя разобраться, мы не можем, зачем нам этот Крокус, зачем нам эта Россия. Я хотел бы обратить внимание, что такие люди при этом пишут комментарии в интернете американском, телефонах мобильных американском, пользуются, скажем, лекарствами, автомашинами и все прочее западного производства, и такого рода рассуждения приведут нас в степь к юртам в лучшем случае. То есть мы, как вы знаете, ничего не имеем, только добываем сырье
и ничего не производим. И поэтому мы колоссально зависим от Запада, от западных технологий. И если мы даже это не будем делать, не знать, что происходит в мире и в соседних странах, можно сказать, что мы превратимся в какие-то племена, дикие племена, которые бегают в амазонских лесах, уважаемые друзья. И вот сегодняшний эфир, он чрезвычайно важен, чтобы мы понимали, какие последствия могут быть у Казахстана. И что мы должны сделать, чтобы таких последствий не было в нашей стране. Я сейчас пояснил, что это была специальная операция. Но я хочу сказать, что как человек, который постоянно занимается политикой и отслеживает всю информацию по всему миру, я, конечно же, немного раньше понял, что сейчас будет новая волна эскалации войны России против Украины. А с учетом того, что Украина получает поддержку от западного мира, в частности от Евросоюза и от Америки, и ряда других стран демократических, то есть фактически эта эскалация затронет взаимоотношения России не просто с Украиной, это не просто война, это по сути глобальные процессы. Ну и естественно, что Казахстан участник этих глобальных процессов, и нас, безусловно, затронут эти обстоятельства. Каким образом я понял, что мы на пороге опять новых каких-то очень опасных ситуаций? Дело в том, что утром мы получили информацию о том, что произошла массированная ракетная атака и артиллерийская на Украину, и масштабы ее были больше, значительнее, чем предыдущие за 2 года войны. В частности, был нанесен ракетный удар по Днепрогэс. Это одна из крупнейших гидростанций Украины. Выдача мощности оттуда идет, кстати говоря, в сторону Запорожской атомной станции. Ну и второе, фактически были разрушены энергообъекты, питающие город Харьков. В Харькове до войны, по-моему, жило около 2 миллионов, и сейчас россияне передают, что там живет порядка 800 тысяч человек. Фактически обесточен был весь Харьков. И, как вы понимаете, такого рода масштабные удары, они были сделаны не случайно. До последнего момента, конечно, были удары, но именно такого масштаба не было. Для меня, как бывшего энергетика, который понимает, какие последствия для экономики Украины, какие вообще экологические проблемы могут быть после, по сути, разрыва Днепрогэс, когда, вы знаете, Каховская ГЭС была разрушена, и там очень много было жертв, и водой залило целые регионы. Здесь, конечно, масштаб катастрофы в случае, если развалится Днепрогэс, вообще будет ужасающий. Это не сравнится десяток бомб, которые были брошены на Нагасаки и Хиросиму в Японии в 1945 году. И когда эти действия сделаны были, я просто понял, что сейчас будет мощнейшая эскалация. Эскалация, беспощадная эскалация, когда военные удары будут наноситься более масштабно уже по гражданским объектам, которые затронут жизнь и жизнедеятельность фактически миллионов человек. И вот так получилось, что в подтверждение этого вечером были нанесены террористические удары по Крокусу. Очевидно, что это была специальная операция, которая подготовлена была ФСБ России. Сейчас очень много фактов говорит об этом. Там люди в синем, ФСБшники, которые управляли закрыть двери, не закрыть, сидели в разных местах в одной одежде. Вы знаете, у нас на Хантар тоже эти бандиты власти были все в белых повязках, Дикий Арман и так далее. Они тоже имели опознавательные знаки. Собственно, журналисты говорят, что террористы всего лишь были там 17 минут в этом здании, а ФСБ вообще говорит, что террористы были всего лишь 11 минут.
Так вот, представьте себе, какое количество людей пострадало, были убиты, и самое главное, был организован масштабный пожар. Это не Каверлан горел в концертном зале, а был организован специальный пожар, и как может за 17 минут зайти группа из буквально нескольких человек, расстрелять несколько сот человек и еще организовать пожар, который был специально подготовлен. Такие действия делаются заранее. Тем более, что в Крокус, как сейчас уже сообщают журналисты, ранее приходили представители ФСБ, предупреждали о возможных вот таких террористических атаках и так далее. И, собственно, тех людей, таджиков, беспомощных, которые обычные работяги, одному 19 лет, он был просто парикмахером. Остальные просто работяги, которые приехали зарабатывать деньги, и вы посмотрите на видео и увидите, как хладнокровно эти люди действовали. Камеры в Крокусе есть и были. Эти видео не показывают некие лица, они закрыты. То есть, видно, что власть российская не заинтересована показать эти кадры открыто. И назначили этих бедных таджиков, что они террористы. Одному отрезали ухо, другого, по сути, так забили, что у него выпал глаз. Третий пытали его просто электричеством, избивали, и он умер уже. Понимаете? И потом пытали его открыто показывали в эфире. Были люди, которые говорили, вот правильно их пытают. Это адвокаты были и представители ФСБ. Вы же понимаете, что в Конституции России прямо говорится о том, что пытки запрещены. А здесь все было публично продемонстрировано. То есть это очевидный был замысел запугать россиян, и не только россиян, всех тех, кто находится в России, во-первых. Во-вторых, нарисовать внешнего врага. В данном случае о внешнем враге, когда говорится, это Украина и некий Запад, Америка и Британия, как заявил Путин. И таким образом вызвать ажиотаж у россиян, которые решили бы, что на их страну напали, их открыто убивают, и они должны защитить свою страну и, по сути, мобилизировать усилия. Шойгу, министр обороны, заявил, что им нужно 200 тысяч новых солдат, чтобы добиться успеха в Украине. И вот представьте, что им нужно было какое-то действие совершить, которое бы всколыхнуло всю Россию, и какая-то часть населения рванула, пошла на эти мобилизационные участки, чтобы воевать в Украине. Вот для чего это было сделано. Ну и в качестве подтверждения вы, надеюсь, кто-то вас видел, кто-то нет, но я могу сказать, что вот этот поп, патриарх Кирилл, заявил, что это впервые, кстати, он сказал, что это не СВО, не специальная военная операция, а это война. Более того, он сказал, священная война. Люди старшего поколения помнят, что священная война была объявлена Сталиным во Второй мировой войне. «Вставай, страна огромная, священная война». Есть известная песня «Вставай, страна огромная». Вот этот поп, патриарх Кирилл, заявил, что это священная война России против Запада, против Украины и тому подобное. Что называется, пазлы все сложились. Доказать, что Украина к этому не имеет никакого отношения, их там тысячи. Более того, ИГИЛ заявляет, что это они организовали. Но обратите внимание, что говорит Путин. То есть все эти грязные действия настолько были сделаны тупо, как обычно, что все вылезает наружу, и видно, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Но Путин натягивает и натягивает и натягивает и говорит в конце, что якобы подготовили проходы, чтобы несколько этих 4 человека, таджиков, перебежали к украинцам. Ну представляете, там миллион камер в Москве, десятки тысяч по трассе, которые уезжали на машине, ехали таджики, и их никто не замечал, они проехали там около 400 километров. Вы понимаете, что на самом деле все это ложь полная.
никакого отношения эти таджики не имеют к террористическим действиям. Они обычные граждане Таджикистана, которые приехали зарабатывать и просто их использовали. В ближайшие дни, недели мы увидим множество фактов, которые подтвердят мои слова. И немало аналитиков уже выступает и аргументирует, подтверждает это. Я сейчас хотел бы сказать о другом. А давайте поймем, а зачем Путин использовал именно таджиков? Почему именно таджиков? Почему не узбеков? Почему не кыргызов? Почему не казахов? Вот когда вы это поймете, у вас все пазлы сложатся. Дело в том, что в России сейчас свыше 2 миллионов мигрантов, которые зарабатывают на жизнь в России. Кыргызов больше миллиона, таджиков тоже больше миллиона. Это основные мигранты, которые работают в России. И казалось бы, ну бери там из 2 миллионов узбеков и используй для своих политических целей, кто-то мне аргументирует. Я хочу сказать следующее. В Узбекистане живет около 40 миллионов человек, и они меньше подвержены давлению со стороны Путина. Кыргызстан и так, что называется, нынешний президент Жапаров лежит под Путиным, облизывает его сапоги. Всю политику, которую он проводит, репрессивную, она идентична тому, что происходит в России. Это такой же вассал Путина, как и, собственно, сам Токаев. Просто он масштабом поменьше, но вот такой же. Теперь возьмем Таджикистан. Таджикистан удобно. Почему он использовал таджиков? Потому что, ну, кстати говоря, Казахстан ему это и не нужно использовать. Во-первых, там казахов, работающих в России, ну, может 100 тысяч даже в лучшем случае не наберется. Ну и не говоря о том, что Токаев и так лежит под Путиным. Почему таджики? Потому что в Таджикистане стоит дивизия, потому что очень много таджиков, и, собственно, до этого тоже таджиков использовали, брали на войну. Здесь нужно в ближайшее время мобилизовывать где-то 200 тысяч человек минимум для этой войны. При этом ему нужно мясо бессловесное, которое Путину не создаст никаких проблем. То есть гробы будут приходить не в России в большей степени, а где-то на другую центральноазиатскую страну. И Таджикистан в этом смысле подходит идеально, потому что узбеки будут возмущаться, за деньги они, даже им по $3000 в месяц будет платить, они не пойдут или пойдут единицы. Казахи тоже вроде нет, кыргызы тоже нет. А таджики шли, во-первых, а во-вторых, их можно просто запинать, потому что этот миллион человек, они, если вернутся в Таджикистан, они работу не найдут. Они не найдут, во-первых. А во-вторых, их гражданское общество вообще не способно сопротивляться. Кыргызы, как известно, сопротивляются. Казахи тоже могут сопротивляться, но их еще в России мало. И вот таким образом у Путина пал выбор на таджиков, которым деваться некуда. Но мы знаем случай, когда таджики, несколько человек, когда их мобилизовали, они показали зубы и из автоматов расстреляли российских солдат, когда над ними издевались. Поэтому была задача запугать, запинать. Именно для этого в открытом эфире, по сути дела, таджиков пытали электрическим током. Одному выпили глаз, другого избивали, пытали, и он умер. И таким образом перед таджиками, миллион таджик, которые работают в России, поставлен выбор. Если вы будете дергаться, мы вас будем уничтожать, как, собственно, делали вот на этих примерах 4 человек. Первое. Ну, кто-то может и сможет уехать в Таджикистан, но там работы нет. Поэтому вот эти миллион человек, минимум миллион, это та самая масса, так называемого мяса, которая сейчас методом запугивания плюс обещаний выплачивать по контрактам по несколько тысяч долларов, Путин мобилизует минимум 100 тысяч человек в ближайшие несколько месяцев, максимум полгода. А может быть не 100 тысяч, а больше. Но их будут использовать, они будут идти под град пулеметный, снарядный и так далее. Сзади Путин поставит заградительные отряды с пулеметами, смешает
таджиков вместе со своими уголовниками, которых сейчас он выпускает из тюрьм и отправляет на войну. И вот такая горючая смесь будет брошена как мясо, чтобы они погибли в Украине, во-первых. Во-вторых, таким образом истощить возможности Украины и такой массовый такой, скажем, наезд вот этим мясом совершить на Украину. Вот чего сейчас добивается Путин, уважаемые друзья. И поэтому он упорно говорит, хотя все факты это не подтверждают, он тем не менее продолжает говорить, что эти таджики управлялись, манипулировались Украиной, Британией и Соединенными Штатами Америки. Сейчас Америка приостановила свою военную помощь Украине, и понятно, что есть проблемы у Украины. Мало снарядов, мало патронов и так далее. Вот недавно буквально Зеленский сказал, что в мае, в июне ожидается массированная новая атака со стороны россиян, и у Украины мало возможностей удержать это наступление. Путин хочет этим воспользоваться, этой паузой, что пока Америка не приняла решение о финансировании, завалить трупами Украину и атаковать ряд регионов Украины. В частности, он сейчас хочет захватить Харьков, где осталось около 800 тысяч человек. Его, скажем, пропагандисты предлагают вообще обесточить Харьков, и чтобы 800 тысяч человек покинули город. А если в городе будет сопротивление, они планируют авиабомбами просто разрушать огромное количество домов, как они сделали в Авдеевке. Вот, собственно, вот этот план, который в ближайшее время будет пытаться реализовать Путин. Понятно, что в ближайшее время мы услышим о новой мобилизации. Но я здесь хочу сказать следующее. Этот план имеет изъяны. Россия многонациональное государство, и когда сейчас этот режим, эта власть сделала крайними бедных таджиков, но мы знаем, что Россия очень ксенофобская страна. Мы видим, как демонстрируется, когда русские в Москве выходят, говорят, что Россия для русских, Москва для москвичей. И такие настроения присутствуют во многих регионах и республиках России. Но и, собственно, это привело к тому, что люди, когда садятся в такси, узнают таджик, не таджик. Началось давление фактически на любых граждан, которые не славянской внешности. А это приводит фактически к раздраю. И Путин, знаете, так скромненько сказал, где он стоял, разговаривал с военными, и сквозь спины военных его снимали. И он такой тихо сказал, что Россия многонациональное государство, и вот такого рода заявления приведут к развалу России. Я обеспокоен, встревожен этим, он сказал Путин. Но он не вышел на трибуну, он не сделал заявление, он не поручил силовым структурам жестко пресекать такого рода выступления. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эти настроения он сейчас хочет использовать для мобилизации населения, чтобы тюкали, забивали таджиков, и таким образом, чтобы у него в руках появилось мясо, военная сила, которых он обучит буквально держать в руках автоматы немного и бросит их как мясо в Украину. А деньги, которые им будут временно зачислять на российские же карты, когда человек погибнет, они эти деньги просто опять изымут. И не будут же родственники из Таджикистана требовать, чтобы эти деньги перечислили им. Их никто не будет слышать. Таким образом, он хочет найти бесплатных военных, которые под автоматами пойдут воевать в Украину. В прошлом году летом мы выпускали серию отчетов, и мы говорили об оси зла. Ось зла — это Россия, Китай, Иран, которые помогают Путину, чтобы он разрушал Украину. Больше всего нефти и различных товаров Китай покупает именно у России. Индия тоже спонсор войны, они тоже покупают нефть у России. Иран поставляет шахеды, снаряды и все прочее.
И есть страны-вассалы. Это Казахстан и другие страны Центральной Азии. Те страны, которые помогают Путину, осуществляют транзит китайских грузов через Казахстан, покупают различные микросхемы и реэкспортируют тоже в Россию. То есть это главные помощники Путина, вассалы. Они в оси зла, если Иран, Китай и Россия это три таких самостоятельных государства, то страны Центральной Азии зависимые и вассальные государства. Вы видите, что делает Токаев. У него в стране наводнение, он катается в Китае, ест сычуанскую свинину. То есть там катастрофа, наверное, около 1 миллиона человек это наводнение затронуло, его нет в стране. Что он делает? Борьба с насваем, герб и какая-то разная такая дребедень, а в стране гигантские проблемы. И проходят спортивные соревнования, чемпионат Казахстана, там висят герб и флаг России. Хотя это чемпионат Казахстана, и даже если там какая-то лига участвует международная, то это Беларусь, это Китай и так далее. Ни их знамен, ни гербов нет, а именно путинская. Вы видите, что он сливает крупнейшие нефтяные месторождения Путину и так далее. Это вассал Путина. Это не президент нашей страны. Поэтому, собственно, сейчас ситуация такова, что когда я говорю, что ось зла, мы в этом отчете написали, что в Центральной Азии живет 80 миллионов человек. И Путину ничего не стоит для этой войны против Украины затянуть еще 1 миллион человек со стороны Центральной Азии. И вот первыми в эту войну фактически втянуты таджики. Сейчас вы увидите, как на пинках их будет загонять в лагеря, и они пойдут воевать и будут в качестве мяса. И стоит вопрос, а что будет с Казахстаном, что будет с Узбекистаном, что будет с Кыргызстаном? Ну, во-первых, вы видите тот разлад, который сейчас происходит, ксенофобия. Это на самом деле закладывает такую мину, что когда вот все эти процессы военные будут сейчас усиливаться и происходить, фактически речь идет о развале, распаде России. И Путин это не случайно сам произнес, сказал, что ну, нам нельзя это делать, иначе у нас развалится Россия. Потому что в России живет более 90 этносов, а некоторые этносы, их численность достигает миллионов, как, например, татары или башкир. Понимаете? То есть сейчас Россия попала в такую ситуацию, желая захватить Украину, фактически разваливает Путин всю Россию. И он будет пытаться, конечно, сначала использовать таджиков, потом возьмется за узбеков, потом за кыргызов, ну и параллельно, наверное, по Казахстану. Казахстану проще всего, потому что вассал Путина Токаев будет ему помогать. Вот, собственно, сейчас вот такая вот ситуация. Но, уважаемые друзья, надо понимать, что да, Запад медлит, не помогает в тех масштабах, которые необходимы, но Запад прекрасно понимает, что Путин не остановится. Когда он захватит всю Украину, он придет дальше прибалтийские государства, Литву, Эстонию, Латвию, а там прямое столкновение с НАТО. Я вам могу сказать следующее, что здесь жителям уже дают инструкции, и их учат, как прятаться в бомбоубежище при ядерных ударах. То есть уже идет этот процесс. То есть Запад прекрасно понимает, что ожидает мир. И в этой связи, когда сейчас в ближайшее время начнется массированная атака России на Украину, даже если Украина будет отступать из-за отсутствия необходимого количества военного снаряжения, Запад начнет активно помогать. У них нет вариантов, они не могут допустить, чтобы война пришла на их территорию. Они хотят, чтобы Украина фактически не просто удержала, а придавила Путина. И поэтому финансирование, безусловно, Украины будет более массированное. То есть, как Украине станет еще хуже, Запад будет сильнее помогать. Что это значит? Это значит, приведет к тому, что Путин будет обессилен, уважаемые друзья. Многие из вас опасаются, что когда будет смена режима, когда мы свалим режим в Казахстане, якобы Путин снова успеет прийти помочь этому режиму.
Сейчас наступает благоприятная ситуация, уважаемые друзья. Я буквально недавно выпустил фильм, называется «За работой с Мухтаром Аблязовым». Я хочу сказать следующее. В этом фильме мы описываем все действия, которые необходимо надо произвести, чтобы свалить этот режим бескровно. И нам не нужно никакого оружия, потому что мы говорим о финансовой мотивации наших силовиков. 3000 человек, которые описываются в этом фильме, плюс ячейки, задача перед ними перетянуть на нашу сторону 10 тысяч силовиков с оружием. Поэтому нам не нужно находить каких-то бэтменов, которые нападут якобы на военные склады, якобы возьмут оружие. У нас их нет и не надо фантазировать. Нам нужно перетянуть на свою сторону профессиональных силовиков. И в этой связи я объявил о том, что мы организовываем инвестиционный проект. Мы предлагаем вам заработать на падении режима. И, уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, на фильм «Заработать с Мухтаром Аблязовым», и вы поймете, абсолютно реально. Сейчас у нашего народа Токаев вызывает тотальную ненависть и раздражение. Этот пятиязычный так называемый дипломат вообще не умеет управлять ничем. Он только болтает, ездит на приемы, обещает, борется с насваем, герб и тому подобное. И больше ничего. Вы видите, что в стране происходит? И вот это вот массовое недовольство, оно все равно выльется в тотальный, мощный социальный протест. Мы должны так организовать, чтобы социальный протест был четкий, организованный, не хаотичный, чтобы мы действовали слаженно. И в этой связи нам нужны специальные люди, профессионалы, которые готовы так действовать. Они тогда не будут думать о текущем своем состоянии, искать деньги, как заработать и так далее. Они сконцентрируются на этой работе. И мы таких людей имеем. Штаб, безусловно, должен быть за пределами нашей страны. В количестве, как я в этом фильме говорю, 80 человек, которые будут управлять этими ячейками, этими людьми дистанционно. Они будут неуязвимы для власти. Как вы знаете, генеральный штаб никогда не выводится на первую линию, где окопы, потому что там тогда завтра будет некому управлять процессами. Поэтому мы имеем штаб за пределами нашей страны, 80 человек должно выехать из Казахстана, и у нас такие люди есть, уважаемые друзья. То есть падение режима неизбежно. Путин в ближайшие несколько месяцев настолько сильно увязнет в войну, что он не в состоянии будет помочь. Ну, даже если считать, что начало войны Путин двигался с войском против Украины в размере 400 тысяч, а сейчас уже порядка 800 тысяч. Чтобы двинуться против Казахстана, ему нужно минимум 200 тысяч. Он сейчас, чтобы собрать 200 тысяч и мобилизировать их, он организовал террористические акты в Крокусе, поубивал несколько сот человек. Фактически накалил обстановку, и сейчас будут межнациональные столкновения внутри России. Вот видите, чтобы мобилизовать дополнительно 200 тысяч человек, что он сделал? Поэтому мы имеем сейчас благоприятную возможность мирно свалить режим. Но для этого нам нужны организаторы. Нами разработан план, он называется «Свергнем режим мирно». Есть аккаунт в Telegram, в Instagram, прошу вас ознакомиться. Цель этого сегодняшнего эфира – показать следующее. Если мы будем молчаливо наблюдать со стороны на те события, которые сейчас происходят, и говорить, у нас много своих проблем, а давайте их решать, все приведет к тому, что следующий после таджиков на пинках, не на пинках, неважно как, наши граждане Казахстана тоже будут вовлечены в войну, потому что Запад начнет массированно финансировать Украину, облагать санкциями те страны, которые помогают Путину. Если до последнего момента Токаеву как-то удавалось балансировать, обманывать, вводить в заблуждение, то сейчас вопрос будет уже поставлен ребром. Ну, Зеленский, он же не просто так сказал. В мае, в июне будет массированная атака России в Украине.
и чтобы эта массированная атака состоялась, мобилизации и людских ресурсов, и военных, всех. И Казахстан не может остаться в стороне в этой ситуации. Поэтому, уважаемые друзья, мы знаем, что перед нами никчемный президент, который думает о том, как поменять герб, меняет название городов, областей, борется с насваем. В это время в стране развал, инфляция и так далее. Взрыв социальный неизбежен. Падение режима неизбежно. Но наша задача, чтобы не было жертв. Я сейчас пояснил, что мы увидим в ближайшие несколько месяцев. Мы, извините, не бараны. Мы имеем большое государство, 9-е по размеру в мире. Население крупное, больше 20 миллионов. В Европе 10 миллионов – это среднее государство. Нас больше 20 миллионов. И мы можем и должны поменять нашу жизнь, действительно стать сильным независимым государством. И вот сейчас у нас такая возможность, потому что до последнего момента всегда препятствовал, мешал Путин. Он выбывает, у него теряются такие возможности, тем более, что мы должны организовать нашу деятельность таким образом, чтобы самолеты не могли прилетать в наши аэропорты, блокировать их. Весь этот план описан. Давайте, уважаемые друзья, подключаться. И те люди, которые понимают и верят, что этот режим падет, мы вам говорим, что ваш вклад, возврат будет по коэффициенту 100, 50, 30, 20, в зависимости, в какой момент вы инвестируете. В обмен на 60 миллионов евро инвестиций десятков тысяч наших граждан, вы получите многократно больше. Мы закладываем сумму 2 миллиарда евро. Вы знаете, что один Кайрат Сатыбалды, по заверениям Токаева, вернул стране 1,5 миллиарда евро. Кто такой Кайрат Сатыбалды? Какой-то племянник Назарбаева. Вы знаете прекрасно, что он обладает состоянием свыше 200 миллиардов долларов. Крупные миллиардеры, его родственники, как Тимур Кулибаев. Поэтому тот проект, который мы предлагаем, это не финансовая пирамида, это реальность. Вот они, деньги у них. В национальных резервах у нас дополнительно свыше 90 миллиардов долларов. Поэтому вы свое вознаграждение получите на падение режима. И это произойдет очень скоро. Мы говорим гарантированное падение режима 1 год. Но для этого мы должны собрать необходимую сумму, чтобы профинансировать свержение режима. Алга, Казахстан.